В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. В Нерюнгринском районе на месте пожара обнаружены останки человека. Находкой занимаются специалисты. Коммунальные сети в Алданском районе пришли в негодность. В этом убедился министр ЖКХ. Дальше дело за местной властью. Автостоянка преткновения в Якутске. Территориальный спор в излюбленном месте горожан в комплексе Чучурмуран. Позиции сторон в нашем репортаже. Алмаз в 200 карат. Компания «Алроса» добыт рекордный за последние годы камень. Якутские ученые на тропе борьбы с раком легких. Онкологи разрабатывают маркеры для ранней диагностики заболевания. И новости в ежедневном формате. В Нерюнгри запущено вещание на телеканале «Якутия-24» с местными врезками новостей. В поселке Максоголовка Хангаласского района Якутии произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Пожарные прибыли на место через 5 минут после поступления звонка. По предварительной информации, огнем повреждено около 30 квадратных метров жилой площади. Из дома эвакуировали 18 жильцов. Пострадавших с горящей квартиры спускали с помощью лестницы. Судя по видеокадрам очевидцев, огнем были охвачены 2 квартиры на 1 и 2 этажах. Причина пожара, виновники, ущерб устанавливаются. А на месте другого пожара, который произошел 2 днями ранее в многоквартирном жилом доме в поселке Большое Хатыми Нерюнгринского района, специалистами обнаружены останки человека. По данному факту ведется судмедэкспертная проверка. На собрание погорельцев прибыл министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Дмитрий Садовников. На сегодняшний день одна семья уже расселена. Для других временно предложено бывшее здание администрации. Также объявлен сбор всего необходимого по социальным пабликам района. Жилье, к сожалению, у нас люди продолжают жить, терпеть это неудобство. Но как только программа заработает, вот по Хатыми мы эту ситуацию обязательно разрешим. Тем временем в Ленском районе участились случаи пожаров с гибелью людей. Только за последний месяц огонь унес жизни 4 человек. По этому поводу глава района собрал глав всех поселений на рабочие совещания. В ходе КЧС Жумар Табельманов сообщил об увеличении финансирования на вопросы пожарной безопасности. Подробности в материале Светланы Балеевой. 25 декабря в поселке Пеледуй полностью сгорел многоквартирный дом. 12 семей остались без крыши над головой. К счастью, никто не погиб. По словам главы поселка, пострадавшим предоставлено временное жилье и выплачены компенсации из бюджета. 1 января в поселке Передуй выгорел подъезд многоквартирного дома, погиб 1 мужчина, еще 1 пострадал. Причина – неисправная электропроводка. 2 днями позже загорелся частный дом в поселке Витим. Погибла супружеская пара. 12 января при возгорании частного дома погиб еще 1 витимец. Здесь причинами стала неправильная эксплуатация печного отопления. Заместитель главы поселка рассказал о том, что в тех районах, где произошел пожар, отсутствовала система водоснабжения, воду приходилось подвозить. Также Алена Васильева добавила, что из 6 существующих в поселке гидрантов работает только 1. Замглава поселка отметил, что в этом году выделено 460 тысяч рублей на программу ГО и ЧС. На 2019 год были предусмотрены денежные средства на устройство автоматических дымовых пожарных сигнализаций для установки их у пенсионеров, неблагополучных, проживающих в отдалении, имеющих печное отопление. Также Алена Васильева добавила, что сегодня ведутся постоянные рейды по частному сектору с печным отоплением, проводятся беседы по соблюдению правил пожарной безопасности. Жумар Табельманов отметил, что пожарная безопасность сегодня превыше всего, поэтому решено из бюджета района выделить на эти цели финансирование. Также глава района добавил, что поднимет на уровне правительства вопрос строительства в поселке Пеледуй пожарного депо. В ходе совещания глава района потребовал от глав поселений всегда быть на связи. Они должны быть всегда на связи, на телефоне. Они прятать голову в снег или там в песок, как бы не было. Если человек ответственный, должен быть глава, тем более сутки должен быть на связи. Независимо в отпуске, на работе, в тайге, без разницы. Это его зона ответственности. Также в ходе совещания каждый из глав рассказал о том, какие меры они принимают по соблюдению правил пожарной безопасности. Так, в Нюйском наследии закуплено 3 больших порошковых огнетушителя. В Туркте приобретена новая водовозка со специальным насосом для тушения пожара. Ленск ведет установку противопожарных датчиков. Сотрудники МЧС в завершении совещания потребовали от глав проводить еще большую информированность среди населения. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.
Угрозы подтопления стоками горнолыжной базы в Мирнинском районе нет. Об этом сообщают экологи. Напомним, в социальных сетях появилась информация о выходе грязной воды с фабрики Мирнинского обогатительного комбината на дорогу, которая ведет к горнолыжной базе. База «Алмазная долина» расположена в 15 километрах от города Мирного, с восточной стороны от автотрассы Мирный, поселок Чернышевск. Госинспектор Мирнинского экологического надзора со специалистами компании «Алроса» произвели осмотр и отбор проб для проверки информации. Результаты анализа пока неизвестны. Действительно, в 4 километрах от горнолыжной базы расположено хвостохранилище обогатительной фабрики номер 3. Восточнее, в 8 километрах, накопитель минерализованных вод на ручье Тымтайдах. Вода с накопителя вытекает на восток, что подтверждает невозможность попадания стока в сторону горнолыжной базы. Выехали специалисты непосредственно на объекты, проверили целостность во второй половине дня. То есть никаких фактов не было подтверждено, все объекты находятся в безопасном состоянии. Данный участок именно горнолыжки располагается выше по течению Чон-Алыр, еще до города Мирный. Самый ближайший производственный объект компании расположен 7 километров ниже по течению Чон-Алыр. А как мы знаем, вода вверх не течет. И вновь возвращаемся к визиту министра ЖКХ и энергетики республики Дмитрия Садовникова в промышленные районы Якутии. Сегодня глава ведомства работал в Алдане. К слову, местные власти за последние годы не смогли проработать вопросы обновления инфраструктуры как в городе, так и в районе. В результате коммунальные сети сегодня здесь в плачевном состоянии, а качество воды для жителей оставляет желать лучшего. В этом убедилась и наша съемочная группа. Репортаж Руслана Павлова. Нового министра ЖКХ республики Дмитрия Садовникова уже окрестили реформатором по водоснабжению в коммунальной сфере. Визит в любой район Якутии сопровождается обсуждением вопросов по водоснабжению населения экологически чистой водой. По словам министра, у Алдана есть реальная возможность попасть в одноименную программу. Конечно, есть шансы у всех районов. Для того, чтобы вошли и мы своевременно сдали, сегодня стоит, чтобы сами заинтересанты, в том числе муниципальное образование, выполнили все те параметры, которых требует разработка программы. То, что проблемы по водоснабжению в районе есть, факт установленный. Суть даже не в качестве воды, а в изношенных фондах водоканала, очистных сооружений, водозаборов. Во-первых, у нас емкости все по городу находятся в плачевном состоянии. Вот буквально в прошлом году, ее не видно все, емкость, крыша упала. То есть хотелось бы, чтобы обратили внимание вот на эти проблемы, чтобы по оборудованию как-то была помощь какая-то. По оценке глав поселений, взаимопонимание с министерством достигнуто. Теперь главное уложиться в короткие сроки для подготовки всей необходимой документации. На сегодняшний день какая главная задача для нас стоит? Это подготовка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы. Да, сейчас мы определимся по тем объектам, которые мы будем включать в программу, и начнем непосредственно работать с Министерством ЖКХ. Из вопроса водоснабжения вытекает вопрос водоотведения. Здесь ситуация в районе куда хуже, чем с водой. Канализационные коллекторы не видели капитального ремонта несколько десятилетий. И это тема номер один в вопросах реформирования и модернизации. Главное, были бы деньги. Сегодня вот глава города Алдан нам уже обозначил, что есть такая проблема. Мы знаем, что есть такая проблема. Но надо посмотреть, примиряться, сколько это будет стоить. И надо будет, если что, корректировать. Если что, конечно же, надо работать с госсобранием, с финансовым блоком правительства, для того, чтобы выбить, конечно, финансовые средства для того, чтобы решить проблему. Кроме прочего, Дмитрий Садовников поблагодарил теплоснабжающие предприятия района за стабильную работу объектов тепловодоснабжения в текущем отопительном сезоне. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Один из крупных туристических комплексов столицы республики может лишиться земельного участка. Прокуратура предъявила иск в суд о признании договора аренды между предпринимателем и Департаментом имущественных отношений Якутска недействительным. Популярное место отдыха горожан и туристов может остаться без значительной части своей территории. Сегодня прошло заседание в арбитражном суде, рассказывает Саргалан Захарова. У нас даже уже не одно поколение птиц кряквы, которые у нас с прудика выводятся и улетают. И прилетают сюда. На этом озере у нас люди уже могут видеть птицу, которая уже на глазах здесь выросла.
А теперь предприниматели рискуют лишиться участка. Речь идет о значительном куске земли от дороги до ворот комплекса. Он находится в аренде. Заключили договор только в прошлом году, хотя добивались его еще с 2010-го. А сейчас, как гром среди ясного неба, прогремел иск в суд. Желанная земля оказалась спорной. Для нас это было неожиданно, конечно. Ну, надеемся, что как-то поймут нас, что это неотъемлемая часть земли. Когда мы в 2004 году сюда пришли и осваивали эту землю, здесь было болото. Вот где мы сейчас стоим, вот здесь вот отсыпаны грунты. Мы тут отсыпали почти 8 тысяч кубов. Главная претензия прокуратуры – землю передали предпринимателю без торгов. Факт нарушения Земельного кодекса Российской Федерации в части заключения названного договора аренды земельного участка без проведения торгов под видом размещения объекта местного значения. В Департаменте имущественных отношений не согласны. Предоставили его без торгов, в соответствии ввиду того, что этот объект является все-таки объектом местного значения. И данный объект направлен на социально-экономическое развитие города Якутска и является важным социальным объектом. На заседании суда уполномоченной по защите прав предпринимателей в Якутии Айталина Соколова ходатайствовала о включении ее в рассмотрение дела в качестве третьего лица. Отмена договора может повлиять на бизнес, уверена в аппарате омбудсмена. Следующее заседание назначено на 19 февраля. Сарглана Захарова, Григорий Николаев, Якутск. В эфире Якутия-24 мы продолжаем следить за развитием событий. Якутия за последние 5 лет показала самый лучший результат по росту промышленных показателей. Свой вклад в улучшение динамики внесли все отрасли промышленности. Нефтяники по итогам 2018 года добыли более 12 миллионов тонн нефти. И этот показатель будет только расти. Объемы добычи газа в регионе остаются на прежнем уровне, но благодаря тому, что в следующем году введут магистральный газопровод «Силы Сибири», промышленники ожидают значимый рост показателей в этой отрасли. По добыче золота Якутия также вошла в тройку лидеров страны. В 2018 году в республике добыли больше 28 тонн драгоценного металла. Обновить исторические показатели регион смог благодаря развитию важнейших инвестиционных проектов. Это благодаря развитию таких проектов, как Ильгинский угольный комплекс, проектов компании «Колмар» и «Наклинский». Денисовский в этом году, например, была введена в работу фабрика Денисовская. Ставятся дальнейшие амбициозные задачи. Если все будет выполнено, то, например, в следующем году рост добычи составит более чем 5 миллионов, ну даже еще больше, да, тонн угля. И с последующим наращиванием и производства угля там, порядка 3 миллионов тонн каждый год. Хотелось бы сказать и о добыче серебра, сурьменного концентрата, потому что и в этих направлениях также достигнуты кратный рост показателей благодаря Верхнему Минкиче. О компании «Алроса» президент нашей страны осуществлял запуск месторождения Верхняя Муна, то есть и в следующем году ожидается также рост показателей по производству алмазов в нашей республике, то есть это более 1,5%. Ну и как раз об алмазах, продолжая тему промышленности. Уникальный алмаз массой почти 200 карат был добыт на трубке «Удачная» компании «Алроса». Добытый алмаз прозрачный, с незначительным желтоватым оттенком. Сопоставимый по размеру алмаз был добыт более 2,5 лет назад. Трубка «Удачная» открыта в 1955 году и относится к числу наиболее крупных коренных месторождений алмазов как в Якутии, так и за рубежом. Вокруг ветроэлектростанции не нужно будет создавать охранную зону. Это, в свою очередь, снимет административные барьеры для развития альтернативной энергетики и позволит в полной мере использовать земельные участки рядом с ветряками. Соответствующие изменения в постановление правительства страны вступают в силу сегодня. Ранее документ запрещал строительство любых сооружений, складирование материалов, сбросы и захоронение отходов, размещение кладбищ и скотомогильников. Изменения исключают избыточные требования к проектированию, строительству и эксплуатации генерирующих объектов. В Якутске завершили работы по укреплению фундамента многоквартирного жилого дома на 202-м микрорайоне. В прошлом году его признали аварийным, а дом накренился на 40 сантиметров. По мнению жильцов, все случилось из-за самостоятельных перепланировок некоторых владельцев площадей. Однако у специалистов другое мнение. В ситуации разбирался Дмитрий Тымыров. Работы по укреплению фундамента на сегодня завершены. Подрядная организация укрепила 23 ростверка металлическими уголками и балками по всему периметру. По ремонту фундаментов на сегодняшний день работы завершены 100%. Вот.
Единственное, остались там мокрые процессы, это восстановление защитного слоя, значит, они будут выполнены в весенний период, то есть при стабильной положительной температуре. В прошлом году власти столицы озвучили, что укрепительные работы будут проводиться в 3 этапа. Первый этап по фундаменту уже завершен. Далее дом будет находиться под мониторингом. В случае, если дом продолжит накреняться, то приступят ко 2-му и 3-му этапу по стабилизации грунта под зданием и укреплению стен. Сами же жильцы этого дома уверяют, что дом вовсе не аварийный. Все эти трещины появились из-за того, что многие жильцы делают внутри своих квартир перепланировки, в том числе убирают несущие стены. Я вот свой дом как могу сказать, что он аварийный? Вот посмотрите, у нас обои, как мы приехали, вот так и стоят эти обои. Ну и вот посмотрите, вот это, да, видно, венецианская штукатурка. Если бы что было, дом бы, она бы потрескалась. Она же нигде не трескается, посмотрите. Но эксперты считают по-другому. Их тревожит экологическая обстановка, состояние фундаментов 202-го микрорайона, плотность и прочность намывных грунтов, оттаивание вечно мерзлых пород, находящихся под ними. Возможно, дом накренился из-за этого. Конкретно установить плиту, в каком она состоянии и на какой определении, ну, в смысле, глубина-то известна, 2,5 метров, и определить вот состояние плиты и под плитой грунты. Определить состояние грунтов под плитой. Насколько пески там рыхлые, нерыхлые, влажные, невлажные. Сейчас, как отмечает Светлана Дмитриева, Северо-Восточный федеральный университет, который ранее начал обследовать участок, должен продолжить эти работы и должен выяснить, из-за чего накренился дом, и сделать выводы. А помогут ли данные укрепительные работы дому, покажет время. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск. Молодые ученые-онкологи из Якутии разрабатывают панель генетических маркеров, определяющих высокий риск развития рака легкого среди населения республики. Они позволят определить группу риска у здорового человека, приводящие к этому заболеванию, что поможет в будущем избежать развития этой коварной болезни. Подробнее в материале Ульяны Шагиной. Ученые уже нашли несколько достоверных мутаций, по которым можно выявить риски развития этой болезни. К рискам в первую очередь относится курение. Большинство больных раком легкого – курильщики с многолетним стажем. Ученые пока не хотят раскрывать свои первые разработки. Боятся, что конкуренты скопируют идею. Мы ведем тесную работу с якутским онкологическим диспансером, где набираем материал у больных раком легкого. Но люди охотно соглашаются. К сожалению, не всегда. Мы же не можем просто брать кровь у человека больного. Мы должны спросить его согласие, информационное согласие. Но не все соглашаются, больные. Поэтому у нас проблемы с сбором материала и очень мало людей набирается. По данным статистики, ежегодно в Якутии выявляется 350 новых случаев болезни рака легкого. В структуре заболеваемости и смертности эта болезнь занимает первое место во всем мире. С конца прошлого года онкобольные переехали в здание клинической больницы, и пациенты получили возможность лечиться в просторном здании. У нас отделение на 60 коек, и 10 человек из них с раком легкого. Сегодня наука не стоит на месте. Ученые всего мира постоянно разрабатывают новые подходы и методы лечения раковых образований. Фарида Даутова уже 12 лет борется с раком. Сейчас, во-первых, новые препараты. Они современные. И эти схемы, да, они нам продлевают жизнь. Понимаете, полноценные приходим, проверяемся, смотрим, где-то, если что-то нам дополнительно назначают этот препарат. По наблюдениям врачей-химиотерапевтов, азиаты хуже переносят химиотерапию, чем представители европеоидной расы. Если генетические маркеры, к примеру, европейцев уже давно изучены, то изучением якутских генов пока еще никто не занимался. Определение мутаций на генном уровне, отвечающих за обезвреживание ядовитых веществ в организме человека, станет настоящим прорывом для якутской медицины и позволит индивидуально подбирать химические препараты для лечения онкобольных. Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Якутск. В Якутске открылся паблик-арт, объект «Первобытный мираж». Его автор – один из самых знаковых современных испанских художников с мировой известностью – Сан-Мигель Окуда.
Стрит-арт представляет собой многоцветную органическую форму из множества геометрических фигур. Посыл этого произведения, по словам самого автора, понятийные противоречия фундаментальных тем, таких как свобода, личность, смысл жизни, природа и корни. Теперь этот яркий и многозначный объект украшает территорию спортивного комплекса «Триумф». Работа Сан-Мигель стала 8-м арт-объектом, завершающим масштабную якутскую биеннале. Объект, который достоин, так скажем, ценности понимания мирового, в общем, как бы шедевра, да, как это испанца Акуды, в нашем городе второй в Российской Федерации. Даже для этого, во-первых, стоит посмотреть, что это такое, что хотел человек этим сказать объектом, который, как Ася Львовна сейчас сказала, я процитирую, освобожден от мыслей цивилизации. Совершенно свободный от цивилизации первобытный образ. Пусть он будет красивым объектом, который полюбят молодые люди, которые родились, родятся и будут жить в нашем городе Якутске. И местные новости в Нерингре стали доступнее. Телеканал «Якутия-24» запустил местное вещание в городе. Теперь о главных событиях жители Нерингри смогут узнавать ежедневно в 20:30. Пока новшество доступно для пользователей оператора Ростелеком на кабельном телевидении. Однако в планах расширение каналов доступа. Подробности в нашем следующем материале. На этой неделе прошли тестовые включения местного вещания. На данный момент эфир доступен только для абонентов Ростелекома. Каждый будний вечер в 20:30 нерингринцы могут иметь возможность узнать новости, происшествия, политику, спорт. Местные врезки можно будет увидеть на телеканале Якутия-24 в блоке IPTV Ростелекома по будним дням. В течение 13 минут мы расскажем самые свежие новости города и района. Также планируем выдавать в эфир актуальные интервью на злободневные темы, будем знакомить с погодой, транслировать развлекательно-познавательные проекты. Местный контент востребован зрителями. Они хотят знать, что происходит здесь и сейчас. Много новостей узнаем, очень полезная программа, я вам скажу. Потому что много или со слухов узнавать, или узнавать как бы живого источника. Вот так вот, очень положительно. Время как раз люди с работы пришли. Всем интересно, и молодежи, и взрослым, и всем. Так что молодцы, снимайте. Теперь буду знать о новостях в Нерингринском районе. Это очень отрадно, что появляется такая возможность у жителей Нерингринского района посмотреть самые свежие новости по телевидению. Нерингринский район – один из наиболее промышленно развитых районов Якутии и всего Дальнего Востока. Каждый год Нерингринского района ознаменован многочисленными событиями и особыми достижениями в различных сферах. В объектив журналистов входит все, что происходит в Южной Якутии. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерингри. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами. Удачи вам!